Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24, с вами Петр Цыпандин. Мы находимся в гастростудии ресторана «Мусхая», и к нам сегодня прямиком из города-героя Москвы прилетел исполнитель главной роли премьеры фильма, который сегодня состоится, фильм «Айта», Андрей Фомин. Андрей, приветствую и приятно познакомиться. Привет, привет. Да, несмотря на такой напряженный график, спасибо, что ты согласился быть гостем нашей передачи. И учитывая, что у нас, скажем так, кулинарный концепт, кулинарный ток-шоу, мы его называем нашу передачу, с чем ты к нам сегодня пришел, что нам сегодня сделаешь? Вот. Ну, во-первых, у меня не супер занятый график. Нет, ну как, Да, прилетел с корабля на бал практически. Да, с корабля на бал. У меня были в Москве предпремьерные показы, и вот я прилетел сюда. Конечно, какие-то дела я просто отложил, сказал, что у меня неделю не будет в Москве, вот, и это не так уж сложно, вот, ради премьеры, и мне нравится Якутия, поэтому я с удовольствием Не все в дела... Не в первый раз. Нет, я не в первый раз, да. я здесь уже третий раз. Я был и летом, и зимой, и вот сейчас весной. Вот, осталось, наверное, только осенью. Да. Но все впереди, я думаю. Да. Что я решил сегодня приготовить? Подумал, что на самом деле надо что-то простое, очень легкое, и что не требует времени, так как обычно я всегда там бегаю, работаю, пробы, театр, кино, дети, и часто я бывать не успеваю. Я редко заказываю что-то домой, обычно готовлю сам. Вот, поэтому, красавчика. да, я решил... Значит, готовкой на «ты». О, Да. так и есть, да. Ага. Ну, действительно, я готовлю дома сам, да. И любишь это, да. Суть по всему. Да. Да. То есть у меня не возникает никогда проблем что-то там приготовить. По крайней мере, не голодаешь. Да даже если я что-то не знаю, я могу прогуглить, как это готовится. Посмотреть что-то, как рецептик, да, посмотреть. Ну, как бы да, у меня не возникает вопросов, как бы я не умею, или там я не могу, это называется не хочу, да. Так. А в основном просто беру и делаю. Хорошо. Вот, поэтому сегодня гречневая лапша, соба с овощами и курицей. И я люблю фасоль. Да, я решил Полезный приготовить. продукт, между прочим. Да, Так. я решил приготовить салат с фасолью и сухариками. Сухариками. Да. Хорошо. С чего начнем? Салат, наверное, или Да, нет, Да. я думаю, что салат это на самом деле очень быстро готовится. И в конце мы его Да, я вот сейчас начну как бы с овощей здесь потихонечку. В силу своих способностей я могу чем-то тоже подсобить, если хочешь. Супер. Да, может там что-то почистить и все такое. Ну, первый вопрос, который я всегда задаю, обычно о себе, но я зайду сейчас немножко далеко. Давай. Про фильм. Расскажи, пожалуйста, про фильм, как ты туда попал, в общем, про все. Как началось? Как началось? В 2020 году я был на фестивале «Окно в Европу» со своим фильмом «Сделать как надо». Со своим? Ну, как своим. Я сыграл там сыграл. одну из главных ролей, да, и был в конкурсе, в основном конкурсе фестиваля. И в этот год был Степа Бурнашов, Степан Бурнашов со своим фильмом «Черный снег». И выиграл он. И я такой уж так, что-то я не понял, это кто? Это такой? Это что такое? Это что такое? Почему не я? Выскочки, да? Почему не мой фильм? Да. И я на самом деле посмотрел фильм, и у меня отпали все вопросы. И я понял, окей, я понял, почему его наградили. Действительно очень самобытный, со своим каким-то взглядом, своим мироощущением режиссер. Чего подобного как бы в последнее время я не видел. Не то, что даже в последнее время, я вообще такого не видел. То есть, да, мне понравился его режиссерский стиль. И это отметили на фестивале, конечно же. И я посмотрел «Черный снег» и очень сильно вдохновился. То есть я не ожидал. Я видел до этого совсем немного фильмов из Якутии. Я видел «Пугало», Давыдова. да, Дим Давыдова. И видел фильм Любы Борисовой «Надо мной солнце не садится». Нет, я еще видел фильм «Вертолет» Михаила Лукичевского. Вот. И, конечно, Степа меня очень сильно вдохновил. Я подумал, так, какой он интересный, да, и такой какой-то с мужским таким характером, очень таким спортивным. И мне очень сильно захотелось с ним работать, но обычно так это не супер принято, что актер такой
просит у режиссера, сними меня, да, типа, сними да. меня, Ага. вот это вот все начинается. Ага. И, ну, это действительно считается мувитон, да, как бы актер пишет. Но меня это так вдохновило, что я вот эти Но все... тем не менее есть режиссеры, с которыми хочется поработать, да? Конечно. Наверняка. Да, и в Кто первую... отказывает, как говорится, Спилбергу? Ну, условно. Да. Да. Поэтому я отбросил все эти сомнения и понял, что я хочу с ним работать. Вот я с ним вот поработал бы, да, то есть я уверен, что, конечно, я посмотрел потом «Республику Z», я посмотрел, думаю, какой он разножанровый, как он все пробует, и ни на что не похоже, ну, как бы, да, бывает то, что у каждого режиссера есть свой какой-то некий стиль, да, он у него всегда разный. Почерк, да, это называется. Как называется? Ага. И в каждой картине он как-то подходит по-своему, рассказывает историю, да. Я подумал, интересно бы с ним было поработать. И я, наверное, где-то год спустя написал ему письмо о том, что я видел ваши фильмы. Они меня сильно вдохновили, спасибо вам за них. И если будет возможность, я бы за честь почел бы с вами поработать и записать вам любые пробы, да, так как я в Москве нахожусь. То есть я не прошу у вас там суперроли, да, просто я понимаю, что если есть такая возможность, я готов. Почему вот нет? мне это интересно, да, вот как вы работаете, я бы попробовал бы. Вот, и он такой, а я запускаю новый фильм, ищу тут вот русского полицейского, здрасте. Как раз, да. И тут вот случается эта мистика, да, я пишу, и он ищет главного героя. Ага. Все, и я получил... Как говорят, в таких случаях звезды сошлись. Да, звезды сошлись, да. Ну, я вообще считаю, что для меня это судьбоносный фильм. Об этом расскажу чуть позже. Но действительно, он прислал мне сцены для проб, ничего при этом не объясняя. Это, знаете, так часто поступает, особенно в Москве, когда ты идешь на кастинг, тебе не особо там рассказывают вводные. Ну, он такой-то, ему столько лет, работает он там, а дальше, как любой режиссер, хочет увидеть именно... Каким ты сам видишь образ. Да, конечно, Типа да. такого, да? В какой форме находится сам артист, может ли он фантазировать, может ли он быть здесь естественным, что-то придумать свое, быть соавтором, да. И это всегда очень важно. Я долго не понимал, почему не присылают никаких, да, подробностей, да. А потом я понимаю, что для чего это делается, потому что моя задача как бы быть тоже соавтором и привносить туда что-то свое. Так. Вот, и Степа мне прислал сцены, 2 штуки. Всего, да. Да, это как-то мало. И главное, не сказал даже, на кого я пробуюсь. Я такой, так, черт, что делать, что делать. Я первое, что сделал, у меня были достаточно длинные волосы, я там снимался в проекте. И ждал 8 утра, чтобы открылась парикмахерская. Я пошел постригся на лысо, во-первых. Потому что я подумал, так, ну полицейский не может быть с кучерявым. Ну, да. Ну и вообще-то русский полицейский, ну все возможно, но как бы это было слишком вычурно. И мне нужно было срочно ждать 8 утра, чтобы открылась парикмахерская. Да. И я помню, сажусь, а мне так она говорит, что, прям на лысо? Я говорю, да. Она, вам не жалко? Я говорю, нет, пожалуйста, давайте быстрее, мне надо записать пробы, я тороплюсь. Она не поняла, что такое пробы, и, в общем, меня все отстригло машинкой, и я побежал домой, выставил себе телефон, сыграл сначала все за одного героя, поменял 8, сыграл все за другого героя, все смонтировал сам. Ничего себе, да, красавчик. но потому что я не понимал точно, на кого я пробуюсь, поэтому мне пришлось играть и за следователя, и за Афоню. Я это все сам смонтировал и отправил ему, он мне написал... Хорошо, сейчас я вам пришлю еще одно задание. И я такой, все. Ну, как бы есть такое ощущение, что если тебе не дают никакой обратной связи сразу, да, то каждый актер себе там накручивает все, что угодно. Ну да. О, наверное, так подумали, а, наверное, решили. Да, я там за эти 30 минут я сидел, там столько всего навыдумывал. И он мне присылает сцену и говорит... А теперь попробуй вот так, а теперь попробуй молча. Какие-то давал задания, я их выполнял онлайн, просто также без особых описаний, да. Есть описание сцены, и вот на уровне вот этого описания я должен был сыграть это. Свое видение. Да, свое видение, да, это очень точно. И он посмотрел и, видимо, понял, что я способен это сделать, да, у меня есть какие-то актерские способности, это все разобрать и сыграть. Дальше были задания, и он пропал.
он пропал буквально, ну, до вечера, конечно, пропал, но мне показалось, что это было где-то полгода. Но, что я хотел сказать, что через какое-то время вечером мне приходит сценарий на почту. Я пишу: Степан, что это значит? Он написал, что ты утвержден. Так быстро? Да. Ну, то есть мы как бы поняли, что мы сможем вместе работать. Но это какая-то действительно случилась мистика, потому что он искал, у него как раз идет кастинг, да, и тут ему пишет актер из Москвы, которого он уже попробовал. Я подошел на эту роль, и вот так все сложилось. И досье, наверное, зашел, посмотрел за эти полчаса. Кто такой-то пишет? Да, типа, ну конечно, да. А ты прикладывал резюме, там свои эти портфолио? Нет, Просто написал еще? Да, я написал. Единственное, что когда я писал письмо ему вот такое, да, о том, что я смотрел ваши фильмы, благодарю вас за них, это очень круто. Я, конечно же, написал, кто я, где я работаю, вообще я... Бэкграунд. Да, я учился в Саратове в театральном институте, и там меня на 4-м курсе заметил Олег Павлович Табаков. И сказал: ну, ты интересный парень, поехали со мной. Я стою и не понимаю, думаю, ну какая, он шутит или нет, ну что происходит. И говорит: а ты можешь мне что-то... Программа розыгрыш, да? Ну нет, я подумал, да, что думаю, ну Табаков, наверное, он шутит, ну как-то так же практически не бывает. Он говорит: а ты можешь что-то спеть, станцевать? Я говорю: я все могу. Ну, пой, я петь. Он говорит: танцуй, я танцевать. Я понимал, что второго шанса не будет никогда, и если я сейчас им не воспользуюсь, то мне будет обидно самому, как бы, что я не воспользовался этим. Да, судьба выдает шанс. Конечно, надо брать сполна, да? Да. И поэтому я, помню, стою, и он мне говорит: дыши, все в порядке, ты молодец, расслабься. Садись, садись на стул. Я сажусь на стул, и он мне говорит: ну что, я тебя жду в воскресенье. Так, найду ли я здесь щетку, которая... Нет, почистить морковь. Почистить морковь, вот она. Он говорит: я тебя жду в воскресенье в Амхате, вот тебе мой телефон, только никому его не давай, звони мне и приезжай, в общем, в воскресенье, жду тебя. Я сидел на этом стуле, и мое время просто остановилось. Как будто бы и моя жизнь тоже в ту минуту она так поменялась кардинально. Я родился в Самаре, жил на Волге, и до 18 лет, да, и ты понимаешь, что все, твоя жизнь теперь пойдет неким другим вектором, непонятно в каком направлении, ну, что будет дальше, мне было неизвестно, но я понимал уже тогда, что со мной что-то случилось, очень как бы важное событие. То есть переломный момент. Переломный момент. Квантовый скачок. Я физик, да, такой люблю. И я понимал, что да, что-то меняется в моей судьбе. И все так и случилось. Действительно, я приехал в Москву, зашел в театр, увидел Безрукова, а я его тогда только по телевизору видел. И он так мимо меня проходит, такой говорит: привет. Я такой: здравствуйте. Сам стою, думаю: боже мой, это же Безруков. Ну, как бы вот эти все известные личности, все актеры. Оказались вот рядом. Да, все с тобой коллегами. В одной гримерке сидят, что-то рассуждают о даче, как они там что-то посадили. А ты такой думаешь: я же ведь как бы про искусство вроде думал, что тут про театр разговаривают. А там это все было... Ну, это было очень весело. Ну, конечно, и про театр тоже. Но в основном меня больше удивляло тогда, что вот он на даче, как он там саженцы свои высаживает и все такое, о детях что-то. Ну, как бы, но не о театре. Ну, потом начались всякие репетиции. Ну, вот эти моменты я очень помню, как я долго привыкал, очень много молчал. Больше слушал. Да, больше слушал. Я боялся этих личностей. Ну, когда есть Алла Борисовна Покровская, там, не знаю, Безруков, Евгений Миронов, и все они вот с тобой, и мне не хотелось выглядеть идиотом, и что это такое... Чтобы как бы... Да, чтобы я что-то не то сказал, не то ляпнул. Да. Не то сморозить, да. И поэтому мне приходилось сначала долго молчать, во-первых, отсмотреть весь репертуар, чтобы начать хотя бы
ну, как-то заговорить с ними о чем-то, да. Я где-то месяц смотрел только лишь спектакли театра, чтобы иметь право вообще с ними заговорить об этом спектакле, работе, да? о роли, да, как это работалось, как это репетировалось. То есть я тоже должен был какой-то опыт. А я приехал из Саратова, я только лишь играл дипломные спектакли свои. Студент вчерашний. Да. Ну, нет, я на тот период, кстати, снялся в своем первом фильме на 3-м курсе института. Вот весь мой опыт. И то это такой опыт. Камера, мотор, мне никто ничего не предупредил. Я вот как что мог, то и выдавал. Потом смотрел, думаю, ну, вроде неплохо для первого раза было. Это как бы все было органично, как мне казалось. Я играл в фильме Александра Рогожкина «Перегон». Это была моя первая роль, 2005 год. Вот первый раз я снимался. Первая роль? Первая роль, да. Это первая роль. А как туда попал? Александр Рогожкин, великий режиссер русский наш, который снял все особенности национальной охоты, рыбалки, «Кукушка», очень много фильмов. Его кастинг-директор приехал смотреть молодежь в Саратовский театральный институт. Именно нужны были молодые, потому что это про летчиков, да. И все, я прошел кастинг. Прошел кастинг, свой первый в жизни. Это был там, в Саратове. Семья у вас какая семья и почему выбор профессии пал именно на актерство? Откуда это идет? Да, сейчас расскажу, это идет из детства. Я всегда понимал, что я буду актером. Вот у меня никогда не возникало никакого другого ощущения. У меня... Актер и все. Я не из актерской семьи, но в моей семье всегда царила очень такая веселая атмосфера с друзьями, с гитарой. Творческая. Да, очень творческая семья, какие-то всегда переодевания, каледования. И я, как бы, вот говорю, не из актерской семьи, да, а ощущение было очень... Ну, то есть в семье поощряли это? Да. Если ты там что-нибудь там вытворял, да? Смешил, наверное. Да. И на стульчик быстренько что-нибудь там спеть. Да, и меня не просили, а я это делал сам. Даже так? Да. И... Ну, значит, поощряли, и говорили бы, что ты там делаешь? Нет, я как бы сам вот в этой атмосфере, еще со взрослыми, мне казалось, что я тоже такой весь взрослый и очень крутой. И в детстве я вот уже понимал, что я поймал это ощущение, что я как будто бы что-то там ножкой топ, а они все ржут, смеются. Я такой, хоба сюда, они еще сильнее. Управление толпой. Да, я тогда это поймал. Воздействие на массы, это же тоже очень круто. Конечно, и это на самом-то деле то истинное, как бы, как мне кажется, из-за чего я по сей день в этой профессии, потому что я получаю от этого удовольствие в первую очередь. То есть мне это нравится, я никогда ничем другим не занимался, но я пробовал, конечно, снимать, изучал режиссуру, но об этом позже, да. Но это следствие того, что ты все равно занимаешься актерской профессией и всю жизнь в этом творчестве. Та же канва, те же рельсы. Конечно, и у меня уже давно нет никаких сомнений по поводу актерства, потому что у меня вся жизнь с этим связана, у меня все поставлено на эту карту, я не собираюсь ничем другим заниматься и только лишь развиваться в этой профессии, быть еще лучше, еще мобильнее, собраннее, талантливее, и учиться можно в этой профессии бесконечно. Актер учится на ролях, поэтому сегодня мне уже интересны роли, да, что они несут за собой, как они будут развивать меня. Сегодня уже более осмысленно. Но актером я хотел быть всегда и осознавал это с детства. Это призвание. Итак, давайте вернемся к фильму. На фильм тебя утвердили, ну на роль точнее, да? Как проходили съемки, где, что, как? Съемки проходили в родной деревне Степана Бурнашова. Степа, ну, наверное, мне уже... Для тебя уже Степа. Да, для меня он, конечно, уже Степа, очень близкий и родной мне человек. Поэтому я его так называю. Да, проходили в Амге. И мы сняли фильм за, насколько я помню, за 17 смен. То есть я приехал, обязательное условие было Степана, что я должен был пожить здесь и почувствовать всю атмосферу. Да. То есть я должен был почувствовать народ, вжиться как бы, да, вместе с ними,
как говорят, что едят, о чем шутят. Хоть я и приезжий, как бы, да, но и по сценарию, понятно, и просто из Москвы я приехал, да, поэтому должен был какое-то время здесь пожить. И у меня не сразу начинались съемочные дни, буквально где-то дней через 5. Вот. Ну, то есть пока вживался, Да. осматривался. Да. Тяжело было в самом начале? Все по-якутски говорят наверняка. Там, что-то Ну такое. Язык не да, понимаешь. нет, они мне все переводили, конечно. Ну что-то я там не понимал, да, но если я что-то не понимал, они мне переводили. Ну, если мы говорим о том, Да. что как проходило, да прекрасно, они на самом деле сегодня мне уже все друзья и очень приветливые ребята и большие профессионалы. Я больше всего у них научился вот этой такой, знаете, назовем это холодности, отрешенности, очень спокойности. Обычно мы всегда нервничаем, особенно тогда, когда чего-то не знаем, да, к чему-то не готовы. Так любой человек устроен. Это реакция, да. Ну, такая, Это называется, проявляется да. через агрессию иногда. Когда да. это просто пугает нас неизвестность, да. Да. И вот эта их выдержка такая спокойная, назовем это спортивный такой какой-то некий дух. Вот обычно об этим обладают спортсмены, говорят, что... Духовитость. Да. И вот это меня, конечно, у них очень удивило, и я у них это повзаимствовал, назовем так. Вот. Так, 17 съемочных дней всего лишь. Да, за 17 Да. съемочных дней. Довольно-таки быстро, да? для фильма? Быстро, Но, с другой стороны, фильм час 20 же, да? да. Час 20. И как прошли? Вот предпремьерный показ уже был в Москве, ты там был, в Да. Питере прошло. И как? Что могу сказать? Очень фильм принимают искренне, да. Многие же не знакомы с якутским кинематографом, особенно там в Москве, да, и Назовем это так, только начинает знакомиться. только начинают знакомиться. Да, Да, да. вот ты прав. Поэтому нам действительно удалось удивить московскую публику, которая уже видела все. Скажем так, искушенную. Искушенную, да, Да. согласен. Поэтому... И избалованную, вот. Да. Потому что фильмов много, ну, да, действительно. И тут важно было взять это внимание, а фильм настолько держит внимание, да, это детектив, триллер, где зрительское внимание захвачено просто с первых минут и прям вот до последней сцены. Это удивительный опыт. Плюс режиссер, оператор и композитор, на мой взгляд, делают кино. И здесь это все получилось. Здесь это все прям, как сказать, пазлы сошлись, да. Совпало. Да, назовем это так. Так, это лишнее будет. Так, Едем дальше. Возьмем перец. едем дальше. Так, это зажарка, да? Да, если можно, вот сейчас ее мы зажарим, овощи. И в последний момент туда добавим курицу. Блюдо очень простое, времени не требует много. Я вообще люблю суши, люблю вок, лапшу, что-то азиатское, всякие супы. Вот это я и дома даже бывает готовлю. Да не бывает, а часто даже готовлю. Ну, Даже приучил своих детей есть это. Сначала они долго отказывались. Вот сейчас даже едят острое. Я очень люблю, кстати, острое. острое. Да. Ну, а острое полезно считается. Как относишься вообще сейчас же вообще тенденция такая, да? Ну, правильное питание, там люди следят за едой, что кушают и все прочее. Ну, вполне нормально. Я же актер, и для меня это такая же работа, как и в кадре, и учить текст, и все на свете, держать себя в форме, Да. заниматься спортом, не переедать. Поэтому питание, конечно, важно для любого актера. Держать себя в форме – это часть профессии. Ну да. То есть я не могу себе позволить каких-то вещей, потому что Резко потолстеть, похудеть. если только это требуется специально для какого-то проекта. Но в России это не совсем, как сказать, актуально, да. Никто, я не слышал никаких таких экспериментов, чтобы кто-то у нас там поправился на 200 килограмм или Ну да, похудел. нет. Да, это больше голливудский опыт, да, но мы... Когда идут на такие нечеловеческие жертвы иногда. Да.
И потом же, опять-таки, если ты так поправился, ты потом также худеешь. Но это не просто так, это целая команда работает над этим, как проект, да, составляют. Вот это как нам убавить чуть-чуть. Так, это вот сюда. И вообще можно лучше выключить это в самый последний момент, она готовится прям 5 минут. Быстро, да? Да. Ну да, можно просто Отключить? с духовки убрать, вот туда, чуть сюда. передвинь, Окей. а это пусть стоит горячий. Горячая вода у нас уже есть, значит. Так, едем дальше. Так, морковка, кабачок, Ой, да? кабачок пошел, да, сейчас. Кабачок пошел. Его вообще вот лучше бы сначала перец добавить, кабачок можно и в финал. И сделаем все, что нарезал, добавлю, будет много. А Так. в скольких фильмах ты уже снялся? Я снимаюсь совсем недавно, потому что так как я очень много работал в театре, я только 13 лет был в труппе «Табакерки». И, 13 лет. Да, я 13 лет был в труппе театра. А почему, говоришь, был... А сегодня я только снимаюсь в кино, и там считаюсь приглашенным артистом, это называется. Или артист, который на контракте, не в труппе. То есть мне пришлось сделать выбор, либо ты остаешься в труппе, либо ты снимаешься в кино. И когда мне пошли предложения в кино, я решил рискнуть. Риск для актера это такой же Ну да. важный Жизнь момент. же одна. Да, конечно. Да, Я человек думаю, болен даже для- это не только для актера, для любого человека. да. Очень важно уметь рисковать. Поэтому я И рискнул. делать то, что хочешь. Это очень важно. Это важно, да. Это очень, очень. Да. Мне Потому кажется, что это себя самое обманывать принципиальное. это тоже, Ну да. да. А когда ты уже практически, ну не практически, я считаю себя реализованным театральным актером, да. Я работал с самыми великими режиссерами, актерами, партнерами. Мастодонтами. Да, Между это и действительно. мхатовские актеры, это и актеры «Табакерки». Я им очень всем благодарен. Они действительно имеют большой опыт, и очень много наград, премий, ролей, самое главное, да. Я начинал в спектакле Кирилла Серебренникова, изображая жертву, играл главного героя Валю в Амхате. И затем у меня в «Табакерке» было очень много ролей. Изображаешь же это в театре. Да. В театре. Это потом Я кино фильм- снял, я да. фильм видел Но это, да. фильм сыграл Юра Чурсин, да. Ага, Но в театре играл я. да. И закончил я, ну как сказать, аккордом таким финальным была работа с Василием Сигаревым в «Табакерке». Мы сделали «Ви», я играл Хаму. Опа. Да, это была последняя моя работа в театре. Куравлев, Хама. Был, да. Первый, да. Да, нужна курица, тут все Нужна практически курица. Так, готово. давайте Да. сколько сделаем и возьмем вот это. Что мне нравится всегда, овощи можно делать всегда аль денте, они не супер зажаренные, да, это всегда Эти овощи, которые теоретически можно кушать сырыми. Да. Да, ну Да. да, чуть-чуть. Поэтому здесь можно... Сейчас мы... Вот, поэтому кино в мою жизнь пришло вот совсем недавно, где-то так основательно. Я, конечно, снимался и во время театра, да, но основные роли пошли именно тогда, когда я ушел из театра. Вот это тоже такой интересный момент, что где твое внимание, там и результаты, да. И, соответственно, я сегодня переключился полностью на... Кино. Да, конечно, безусловно. То есть я играю в театре, у меня есть несколько спектаклей, которые остались, да, в репертуаре. Я их играю где-то 1-2 спектакля в месяц. То есть мне этого достаточно, да, в месяц. Ну, то есть вовремя к тому времени быть, а в другое время ты занят на съемках. Ну фильмов уж не или- так, или конечно. каких-то проектов. Да, то есть у меня есть шанс больше сниматься, или, например, как сегодня приехать в Якутию, да. Если да. ты в труппе, то, соответственно, у тебя репетиции, ты не можешь этого Ну да, сделать. да, физически. Да, ты состоишь в труппе. А как тогда снимаются вот театральные актеры, тот же Безруков, например, он же до сих пор в театре. Да, но Как вот- у него... как совмещается? Он совмещает, потому что он делает графики, там работает несколько людей, которые помогают ему. Я думаю, еще Одной, да? Ну, если хочешь. Ну давайте еще одну добавим. Да, да. вот ребята говорят, две надо. Да, супер, согласен. Да, мы добавим еще тогда в салат обязательно, потому что салат фасолью, он идет как, знаете, как вегетарианский, да. Но он очень сытный, я знаю. Да, но и еще я что хочу сказать, еще вкуснее он будет, если вы туда добавите жареной курицы. Да, кстати, Да, можно. это очень классно Как и салат вкусно. цезарь, да. Хорошо.
Слушай, ну вот удалось тебе поработать нашим якутским режиссером, да? Есть какая-нибудь принципиальная разница? Принципиальной разницы как таковой нет. Ну, либо каждый режиссер свои методы работы, свои да, да, это свои надо, порядки, да, это надо свой учитывать, график, свой да. режим, да? Но Наверняка есть. просто здесь это все больше от души и больше, как это сказать, здесь также профессионально, но более подробно. Там время очень дорого стоит, все продюсеры всегда кричат, солнце уходит, время бежит, обед приехал, быстрее работаем, без переработок. Если ну да, тем более если звезда, то гонорар. Конечно, же, да. И если будет переработка, то это будет очень печально, да. Ну да, на бюджет сразу. Да, а особенно если там есть звезда, то его переработка, соответственно, стоит денег. Тот же Безруков. Да, их волнует любого продюсера, поэтому все нужно успевать, немного другая скорость. И даже я, когда приехал, я такой, как тут все как на курорте. Да, да, все так классно, круто. Заодно я отдохну, да? Да, заодно я отдохну, это правда. Прикольно. Так. Вот, то есть на самом деле какой-то супер принципиальной разницы нет, но вот почувствовал, что здесь более подробно, спокойно, уверенно снимаем, да. Хотя, может быть, я тоже сравниваю, хотя в авторском кино и в Москве, то, что я снимал, там тоже так же подробно. Но так как у меня есть опыт работы и на сериале, да, и на больших сериалах, поэтому там, конечно, да, там время, и там тебя ждать никто не будет. Если не сыграл, все, будешь потом на себя смотреть, как сыграл. И стыдно уже будет тебе. Поэтому я считаю, что съемки я отчасти как Олимпийские игры, да, с которым ты готовишься, и там важен результат. А потом говорят, давай, и ты должен дать. И ты должен дать. Да. Меня, кстати, одна актриса удивила недавно на пробах. Это было совсем недавно. Вот вы знаете, когда говорят по щелчку. Вот я еще к такому не пришел. Но я иду к этому и стремлюсь к этому. Это и есть профессионализм, да? Да. Говорят, вот, и ты должен раз и сыграть. Мне вот часто задают вопрос, вот, Андрей, вот вы ваете, плачете, да, трудно ли было? Я говорю, нет, не трудно, потому что это моя профессия, да, и когда ты играешь роль, она развивается, там слезы просто польются у тебя у самого, потому что ты в материале, у тебя все разобрано, у тебя партнеры на сцене, да, тебя здесь могут и подождать, но моя задача это делать мега профессионально, и если уж плакать, то плакать. Плакать, злиться так злиться. Злиться так злиться, да. Да, ясненько. Слушай, ну, бытует такое мнение, что сейчас есть актеры, которые без классического актерского образования. Да. Да, и звезды даже такие уже появляются в российском формате. Как ты к этому относишься? Ну, сегодня я отношусь к этому уже более-менее спокойно. Меня этот вопрос несколько лет назад волновал, почему я столько лет этому посвятил, прошел такой огромный путь, да. Я там пыхтел. Реально через кровь, слезы, пот и все прочее, нервы. Конечно, бессонные ночи, вот это все, да, репетиции, вокал, хореография, фехтование, там, да. А тут танцы, пение. А тут как бы человек, но этот путь проходят многие актеры, но не все приходят к каким-то результатам, понимаешь? Кстати, да. И здесь важно, что даже если у какого-то блогера это получается, я даже готов за него порадоваться, потому что я сам пробовал быть блогером и знаю, насколько это трудно, и что это не просто такие результаты, которые нам всем кажется, что это как бы легко. Нет, это не легко, это такой же труд. Да. И те актеры, которые без образования, они получают опыт съемок, да, и они потом становятся такого же практически уровня, как и ты. Они уже набирают опыт, они наращивают эти мышцы, да, и они уже могут быть конкурентоспособными. Вот. Это важно. И сегодня я как бы понимаю, что я вполне себе нормально отношусь. Да, но считаю, что все-таки важно получить базовое образование. Образование меня так учили в Саратове, что ты можешь быть кем угодно, заниматься чем угодно, режиссурой, актерская школа такая, актерская школа такая. Но на базе основного, да, мы все актеры должны это пройти. Это важно. Андрей, как человек, имеющий опыт да, работы с якутским режиссером, да,
Я не устаю этот вопрос задавать. У нас есть сейчас идет такой бум якутского кино. Да. Да, он в России уже прогремел, некоторые режиссеры уже. Да, престижные большие победы на премии, да, фестивалях, да. фестивали и все прочее. Как ты думаешь, с чем это связано? Что произошло? Почему в других регионах такого большого такого бума нет? Ну, думаю, что самобытность, вот эта история про то, что можно из ничего создать целое искусство. Люди одержимы своим делом, да. Ведь многие из них там не имеют профильного образования и уже... Кстати, да, с улицы Да, практически. и эти захотели люди настолько снимать. энтузиасты, да, настолько это люди одержимы своим делом, да, которые... Ничего их не останавливает, они готовы рассказывать истории людям, да, делиться своими какими-то ощущениями, своим опытом, да, и просто из ничего нет же никаких бюджетов, да, и все равно есть победы. Даже если с Москвой сравнить, если с Россией, ну, бюджеты Да. вообще очень смешные. Да. Поэтому, мне кажется, вот в этом есть уникальность, преданность какому-то своему делу, своему народу, да, своей родине, своему месту, культуре, своим предкам. Это все важно, и здесь почему-то это прослеживается очень сильно, да, вот это отношение к своему месту, где ты родился. Возможно, и в других регионах, вот я знаю, там, да, в Кабардино-Балкарии, у Сакурова, в мастерской тоже, они тоже обращаются к предкам, к истории, к культуре, к музыке. И все это вот создает сегодня вот такое региональное кино. Но я считаю, что якутское кино сегодня уже, это не просто якутское кино, а это уже настоящее российское кино. Ух ты, как у нас ветер немножко ворвался в нашу студию. Слушай, а ты уже связал свою жизнь с кино, считай, да? Ну, с кино и да. театром. Я не говорю, что я никогда больше не буду работать. На подмостке не выйду. Да. Никогда больше не буду работать в театре. Нет, конечно же, я не буду так говорить. У меня есть планы, и я совсем недавно разговаривал с художественным руководителем Московского художественного театра имени Чехова Константином Юрьевичем Хабенским о том, что я готов попробовать сегодня поработать в Амхате, потому что это мне тоже родной театр, и попробовать вернуться в следующем сезоне и что-то там сыграть. Я вот веду переговоры, возможно, и буду работать еще и в театре. Да. Потому что это мое любимое дело, да, как бы, и лишать себя сегодня этих удовольствий мне не хочется. Поэтому... Да, ну, кстати, многие актеры же говорят, что одно из самых удовольствий, когда ты сыграл спектакль именно в театре, вышел и на бис. Конечно, да. Смотрите, что важно, реакцию зрителя, да, она самая незаменимая, да, то есть это вот почему говорят, что театр, я вот больше там театр люблю, да, потому что это действительно живое общение, живые реакции от зрителей. В кино мы играем, да, и результаты получаем только потом, а здесь они онлайн, да, сколько дал, столько и получил, да. И это важно. И там соврать не могут. Конечно. Ни в коем случае. Да, и... Плохо сыграл, станут уйдут. Да. Ну, может быть, так. Да. В этом и отличие, я думаю, театра от кино. Ну и в первую очередь, конечно, театр это как база, да, основа, назовем так. Держать все в форме, между прочим, да, в том числе, да? Так, ну что, салат тоже практически готов. Здесь фасоль, салат, огурец, помидор. Майонез по вкусу. Заправка какая будет? Майонезик? Майонез, да. Обычно туда идет майонез. Хорошо. Но я его добавлю в самом конце. И сверху обычно я дома сам готовлю сухари для детей. У меня 3 детей. И, многодетный? Да, я многодетный папа. Бесплатная парковка? Бесплатный проезд, парковка. Проезд, да. И даже в Домодедово я ехал тоже бесплатно на Аэроэкспрессе. Вот. Но, что я хотел сказать, сухари я делаю дома сам. Да. Из багета? Да, просто из того, что бывает и остается дома. Ну, парни всегда часто просят меня сухарики им сделать, поэтому сухари у нас дома часто бывают. Заправка тоже готова, осталось сварить только гречневую лапшу. Она, кстати, тоже, правда, полезная. Очень. Здесь написано 7-8 минут, но я всегда всем советую говорить 6, да, 5-6, чтобы это было на зубах. Да. И это тоже и полезно, и да, и также с овощами, совсем вообще можно... Мне кажется, вот это готово. Можно это готово можно отодвинуть, да. Снять. Вот это точно готово. Выключить.
Я обычно еще чуть-чуть добавляю, помимо того, что в лапшу сам соевый соус, да, я еще туда добавляю. Так, засекаем давай время. Давай, я готов. Сейчас. Мы все приготовим, интересно? Нет, да? мне кажется, много. Много, да. Давайте вот так. Парочку хватит. Итак, я запускаю, да, 5 минут. 6 мы ставим, 6 минут. Хотя вот это, по-моему, особо еще меньше. Так что 5 минут можно, прям самое то. Да. Итак, друзья, мы взяли немножко паузу. У нас паста соба, наша гречневая лапша, приготовилась. И что, нам осталось Да, мы ее сейчас выложим. сервировку? Да. Вот, да. А ты такую тарелку взял? Ну, давай вот эту, да? Ну, давай, может такую, может такую. Не, она... Да, одинаково. Да. Нас двое, и поэтому как бы... Сейчас. О, Мы сюда выкладываем собу. Ой. Ага. Так, салат тоже готов, его только заправить майонезом и посолить, поперчить по вкусу, то есть... Соль, перец. Да. Да? Мне, можно, вот так хватит. Да? Окей. Обычно я еще добавляю сюда кунжут сверху, да, это классика, так да. Тоже сюда можно. Вот, и что, мы берем нашу заготовку. Здесь мы добавили еще соус терияки сюда, Да, один из поэтому моих любимых. Это не подгоревший, это Да, соус это терияки. соус терияки, да. Поэтому сюда же выкладываем. Так, делаем красиво все. Ну, сейчас постараемся, да. Так. Так. Так, ну и наш салат. И салат. Ну, давайте салат на серединку и заправить его нужно, да? Его заправить майонезом, да, вот можно. Мы сделаем вот так вот. И соль, перец, да? Да, и соль, перец. Он Я просто возьму себе перемешивается. возьму И себе самый смелость. последний момент, это все украшается сухарями. Это больше для детей. Вот этот салат, Да. вот, Ну, я кстати, имею в виду да, не поверьте, сухарики. меня дети его реально, Сухарики. да, очень любят. И мешаем. Да, это все перемешивается потом и все. Держи. Это я вон так сделаю. Ой-ой-ой. Не поваляешь, не поешь. Ну да. Да, ну у нас уже все готово, друзья. Смотрите, Андрей нам уже сделал так. Все классно, я так думаю. Да, Ну что, приятного аппетита. аппетита. Давай попробуем. Главное быстро, да? Да. Салатик попробуем. Что у нас там получилось? Вот соусом самое то. В лапшу все-таки надо добавлять соус. Довольно счастливые люди. Можем стоять бесконечно кушать, но наша передача подходит, к сожалению, к концу. Андрей, Да. спасибо, что ты был гостем сегодня нашей передачи. И у нас такая добрая традиция есть. Пожалуйста, вот на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Ну, во-первых, спасибо, что были все это время с нами. Это очень приятно делиться какими-то своими историями из жизни. Надеюсь, вам было не скучно. Попробуйте приготовить один из моих любимых салатов. Я думаю, соба тоже все любят. Вот, что я вам хотел сказать. Я вам хочу пригласить вас на фильм «Айта», который будет в кинотеатрах с 30 марта. Приходите, пожалуйста, посмотрите. И даже могу сказать о том, что если вы напишете небольшой пост в сети о том, что вы посмотрели фильм и что-то о нем рассказать, и даже можете поучаствовать в конкурсе на новую роль в новом фильме Степана Бурнашова. Я вам желаю здоровья, главное, не болейте и берегите друг друга. Да. А я еще раз скажу, что у нас был сегодня в гостях Андрей Фомин, исполнитель главной роли в фильме «Айта». Андрей, еще раз спасибо большое. А я Петр Цыпандин, программа «Просто вкусно». На этом мы потихоньку заканчиваем, уходим за кадр. Будьте здоровы, кушайте всегда просто вкусно. Ну а мы что, нам нужно дальше. Да, все, дай. Отлично. Да. Хорошего дня всем. Да.